В этом году в России отмечается 25-я годовщина с начала боевых действий в Чечне. У памятника воинам-интернационалистам прошел торжественный митинг, посвященный этой скорбной дате, которую забывать никак нельзя. Сюда пришли ветераны, чтобы почтить память павших, а также школьники, чтобы узнать побольше о героях-земляках. Выступающие на митинге желали одного, чтобы всегда был мир во всем мире. Наш долг помнить о тех, знать о тех, кто выжил и вернулся с той злополучной войны. Эту памятную дату знает тот человек, у которого за спиной стоит сегодня Чечня, ну и Северный Кавказ. Я хочу пожелать всем самое главное здоровья, удачи, благополучия и мира во всем мире. По поручению председателя Всероссийской организации «Боевое братство Российской Федерации» хочу вручить почетную грамоту Нурлагаяну Фларису Тимур-Маликовичу за большой вклад в развитие и укрепление ветеранского движения и увековечение памяти погибших защитников Отечества. К сожалению, в средствах массовой информации много. Негативной информации шла в каком плане, что эта война нужна была, не нужна была. Эта история расставит точки. Если бы наши вооруженные силы не остановили тогда эту чуму, то эти банды дошли бы и прошли бы дальше. Поэтому честь, хвала, память нашим землякам, которые выполнили свой воинский долг. Среди наших земляков много награжденных орденами и медалями. Наши земляки, которые погибли, сложили, также награждены правительственными наградами. Поэтому наша с вами задача никогда их не забывать, передавать из поколения в поколение. Подрастающему поколению желаю, чтобы над нашей страной всегда было мирное небо, чтобы военные знания, которые наши ребята получают и навыки в армии, не пригодились в боевых действиях. Но армия нам нужна сильная, чтобы таких поползновений не было. Поэтому хотелось бы молодое поколение обратиться к вам. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, не поддавайтесь на провокации всяких исламских этих ваххабистских движений, которые сейчас рассыпали свои щупальца и через интернет и разными путями пытаются вас завлечь в свои ряды. Родители, пожалуйста, тоже будьте внимательны и смотрите за своими детьми, чтобы у нас не повторилось такой чеченской кампании где-то внутри республики. Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы увидеть своих друзей, своих сослуживцев, а также вспомнить тех своих боевых товарищей, которые не вернулись с войны, с полей сражений. Я, как и другие, многие сотрудники полиции, принимал участие в Первой Чеченской войне, где выполняли задачи по восстановлению и поддержанию правопорядка, обеспечению безопасности, а также защите конституционных прав граждан на территории Чеченской Республики от действий незаконных бандформирований. Председатель местного отделения Всероссийского общества «Боевое братство» Фларис Нурлагаянов отметил почетными грамотами ветеранов локальных конфликтов, ведущих сегодня активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и укреплению ветеранского движения. 11 декабря 1994 года первые эшелоны российских войск вошли в Чечню для восстановления конституционного порядка на территории республики. Тогда мало кто предполагал, что очень скоро все это выльется в страшную кровопролитную войну, с которой, увы, вернутся не все. В 2 чеченских кампаниях принял участие 174 илишевца. А 3 наших ребят, Марат Иванов из Андреевки, Артур Мингалиев из Нижнеиркеева и Ильгиз Гасимов из Телекеева, в разные годы пали на полях сражений. Мен Иванов Маратның әнисе булам. Минем улым 1978 елда туды Шидәле авылында. Андреевкага күчеп 82 елда без Андреевкага күчтек. Ул Андреевка мәктәбен тамамлап, Нефтекамскига укырга кирде. Нефтекамскидан срочный службадан кайтып, по контракту
2099 yılına gitti ha kontraktı. Ben alı bilmedim de. Şişne'ye 2000 yılına onun tuğan günü de 27 yanvar merhum bulgan günü de 27 yanvar. Biz anıgil gökşeyekten eski alabız. Oturmuşlu bir yarataydı. Sinirlerini yarataydı. Onlarga küçteneşler, padarıklar alıp kaytaydı. Şişne'de служить etip Şişne'den isen kaytmagan merhum bulup Sinkovi grup bilen kaytkan Mingaliyev Artur'un enisi. Tuvan yerkide yaşadık. Tuvan yerkide oğlum okudu mekteplerde. Şu yerki mektebinde okudu. Yerkinin sportivnay nilerine yürüdü indi kursaklarına. Eybet okudu, atlişnik bulup okudu okuna. Okugandan soň texnikumga gitti okurga. Sondan institutga kirdi okurga texnikumdan soň. Armiyaga tilep bardı indi. Bik sportivnay jigit barası kilip bardı. Повестка военкоматтан келгеште, әни барам, служить етіп қайтам дейді енді. Шуңа тілеп кетті армиядан хатларына бик матур етіп язды. Қиын деймәді. Шыныққан спортивный жігіт олдан болғаштан оңа жеңіл болды енді служба. Конечно, Шишняға кеткенін сразу ғана айтмады. Соңынан ғана айтты енді. Икенче туганнар аша гына ишеттик, бизге сразу язмады, кыйын булыр деп уйлагандыр инде. Кыйын сынып турмайды, активный иде, бүтүн иде да инде дуслары көбөйө. Сиңникешин бик яратайды, сиңникешине айрым хатлар язды улар армиядан. Өзүнө айрым килди хатлар, бик яратып, өзүнүн сиңнисине армиядан советлар берип, түрлүчө тигилей ит, булай ит, шулай эйбет оку давай деп хатлар язды инде ол. Бизге дәл ол өзінің кеңешлерін беріп, нәрселер ішлейсіз, нәмелер түзейсіз деген болып, бір кеңеш берейінмі деген болып, бір бейремні де қалдырмады құтлап, поздравить етіп шығырлар язды енді хаттында. Туған күн маңда, бейрем маңда, поздравить етерге анытмады енді. Анышқайсың енді. Еске алабыз енді қазір шол. Туған күнін, түрлі нейлерін еске алып, сөйлейбіз еді. Яқшы яқларын, олама яқлары болмады енді аның. Bir olamayağında isket düşürülmeyiz indi. Dostları da şulay elle kayan isimleşip biz hazır dostların klastaşlarını tanımayız da indi ha üstüler olayıp baralar elle kayalardan üzleri endeşip isimleşip duralar indi klastaşları. Erkeğe mine koyağına kilsen de koysa organizasyaya kirsen de min okuğanıyım Artur bilen biz birge diskotekalarga yürüdük deyip klastaşları dostları endeşip nitip duralar indi tanıp